Загрязнение окружающей среды сегодня становится все более серьезной, более глобальной проблемой, поскольку несет за собой необратимые процессы, негативно влияющие на жизнь и трудоспособность нашего населения. Экологические проблемы малых городов мало чем отличаются от проблем более крупных. Возникают они везде и, как правило, в связи с интенсивным и нарастающим влиянием человека на природу. Это влияние становится все более агрессивным, однако бороться с ним возможно. По нашему мнению, экологические проблемы могут быть решены в наибольшей степени силами обучающихся при поддержке взрослых. Да-да, речь идет о том самом экологическом субботнике и, естественно, с помощью органов местного самоуправления. Тележкой хожу, у меня что вот по чистому тротуару ходить по дороге, а бордюры вот. Еще, знаете, под туннелью там есть сливной Его надо зимой песок насыпают, когда вот столько снега, а песку вот столько. И потом чистить надо ее. Там вот сейчас нынче вот дождей нету, а когда дождь, там как море, туда-сюда бултухает машины, и пройти нельзя туда. Касательно общего благоустройства нашего города, что-то изменилось в положительную сторону? Ну, сейчас лучше стало, дворы уже благоустраивают. Тротуары везде вроде бы более-менее делают. А то дворы там не зайдешь, одни камни, а сейчас хоть то ли асфальт, то плитками уложили, вроде хорошо. Идут наши соседи же с нашего подъезда и мусор бросают, не доносят до мусорки. Лень, матушка, молодые. Я говорю, у вас есть руки-ноги? Я всегда вот схожу и смотрю, как люди у других людей. Думаю, боже мой, наш канаш вообще рядом не стоит. А у нас вообще нету, как вот, чтобы убирали, подметали улицы. Этого бюджета нету или как это? Вот как? Вот Чебоксар, ну чисто же, правда? Да. А мы почему так живем? Бюджета нет или что это? Я никак не пойму. Почему улицы-то не подметают? Во дворе вроде раз в месяц, а то и надо просить постоянно. За домом уже вообще не подметают. Вообще. Я вот сама лично во дворе цветы сажаю. Я сюда переехала, начала цветы сажать. Мне сказали, ничего расти не будет. Я говорю, нет, будет. И вот у меня сейчас вот женщины проходят мимо, подходят, смотрят цветочки. Ну, вот что в моих силах. Иногда подъезд мыла, сейчас уже перестала, со здоровьем не важно. Что могу сама вот. Скажите, пожалуйста, а у вас все соседи такие болельщики чистоты? Такие же, как вы? Люди работают, я понимаю, им некогда. Но иногда вот субботник перед 9 мая я организовывала во дворе. Я говорю, наши дедушки, бабушки воевали, а мы двор убрать не можем. Ну, бывает. Как бы отзываются, наш подъезд. И подъезд мыли, и двор убирали. Было такое. Но это раз в году. Как часто вы посещаете места отдыха в нашем городе? При возможности, конечно, посещаю парк. То есть даже в обеденный перерыв стараюсь ходить в парк, наслаждаться нашей красотой, тем более сейчас осень, красивая пора. Все расцветает в цветах наш парк. Конечно, посещаю сквер афганцев у нас есть, вот тоже прогуливаюсь. Так, в основном по парку. И вообще по улицам гуляйте больше, дышите свежим воздухом, потому что это полезно, это для здоровья. Ходите больше и улыбайтесь. У вас есть во дворе детская площадка? Есть. Детская площадка есть. Но Какая-то маленькая. не до конца доделанная, можно так сказать. А так вообще по городу, вот я смотрю, везде и дороги делают, и... Новые площадки делают. Да. Офигенные такие. Но не в нашем районе. Озеленение города многих людей устраивает? Или же все-таки не хватает растительности в нашем городе? Ну, я думаю, что растительности, да, в нашем городе не хватает. Нужно, конечно, насадить цветы какие-то. Вот тут по проспекту вообще все вырубили, вообще как-то некрасиво стало. Вот.
А так, в целом, какую бы оценку поставили по 5-бальной шкале нашему городу по чистоте и благоустройству? 4. Не дотягивает до 5. Есть над чем работать. Есть. Удивительно, но за долгое время, за все эти 3 месяца прошедшего лета, я впервые вижу уборку дорог. Ну, в подъезде у нас относительно чисто, около подъезда тоже убираются. Спасибо большое за это нашей уборщице. А касаемо детской площадки, волейбольная у нас там есть коробка, дверь сломана, песок лежит. Хотелось бы вместо песка либо искусственный газон, либо пластиковое покрытие, потому что на песке волейбол играть нереально. Мяч не отскакивает, как должен. И сорняки тоже растут, также мусор лежит. В парке все хорошо в целом. Может быть, не хватает туалетов. Надо туалеты поставить, потому что ходить некуда, ребенок иногда хочет. Вот. Ну, вроде бы все так, в целом все устраивает. Фонтаны есть. Может быть, поставить еще питьевые фонтанчики, как в Чебоксарах на заливе вот есть, я знаю. Потому что воду купить негде. Где есть купить, там дорого. Ну, как вы считаете, от людей-то многое зависит? Конечно. От другой раз, может, и грешу маленькую такой дикий. Тащу, нигде мусор. Мусорников не хватает. Тащу домой, вот сюда положу и домой притащу. Полукарова была. Вот. При Полукаровой какой Чистота, все было. Чистота. Даже я помню, я на рынке работал рубщиком мяса. Вот. Иду, а ребята в школу идут. Смотрю, ну там, наверное, деревенский какой-нибудь пиво попил, на бордюр поставил бутылку. Вот. А один отошел, взял бутылку, думаю, наверное, бедные, что ли, бутылки собирают. Нет, пошел назад, в урну в контейнер кинул, догнал своих ребят и пошел. А сейчас чего? Ну, вы же видите, вон. Все, что еще могу сказать? Сама лично по утрам видела, как мужчина ходит один с пакетом, очищает мусорки с большими вот этими мусорными черными пакетами. Другой с метелкой подметает сухие листья, дорожку. Третий ветродуйкой обдувает вот эти дороги, которые вот две от пруда и от Туслака. Обдувает все, очищает. Все это я видела сама. Не раз наблюдала по утрам. Поэтому я могу сказать, что парк всегда чистый и все чисто. Ни одного мусора, ничего я не видела. Никогда не видела бутылки, никогда не видела пакета чипсов, никаких там лишнего мусора я ничего не видела. Мнения наших горожан разделились. Кому-то нравится благоустройство нашего города, кому-то нет. Наверное, все дело в том, в каком районе города мы проживаем и какие люди рядом с нами находятся. Нам для школы сказали собрать желуди. Мы ходим, ищем желуди, мы не можем найти даже ни одного желудя со шляпкой. Нету этого, нету даже желудей. Вот это вот на самом деле до такой степени все обдули, что нет даже желудей для школы, для технологии. Людмила Матвеева, Павел Демин.